Маш Дуал, Сахам Сарнопусти. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как ты так у Лейлы. Новый день. Утром ничего для вас не смогла, не успела просто снять. Хотела что-то снять, чтобы было 2 ролика в день все-таки. Потому что, скажу вам честно, вы же у меня друзья, что когда я выпускаю 2 ролика в день, то мой канал более продвигается. И хоть какой-то доход, но все-таки идет, но не знаю, как я их выну, понемножечку, хоть какая-то копеечка капает. Это если кому-то интересно просто. С утром справилась, сделала уборку, помыла посуду, целая раковина помыта. И хотела все подготовить сначала, а потом уже показать, может быть, что-то, что я готовлю. А потом решила, нет, все-таки, пока я буду все подготавливать, у меня пройдет время, а времени у меня в обрез, друзья. Дело в том, что все кипит, все варится, как видите, все в процессе, наверное, вы видите. Короче говоря, у меня сегодня заказ на полуфабрикаты, но не знаю, справлюсь ли я со всем заказом, посмотрим. Завтра у нас уже подготовка к свадебному заказу, делаем у нас заказ такой, не разнообразный, но такой нормальный заказ, просто куры и из фарша что-то приготовить, там голубцы, котлеты, точно еще не знаю. Все это уже привезли, я вчера все по морозилке разложила, завтра Тандила, скорее всего, приедет к вечеру, и мы будем этот заказ делать. И я решила, что сегодня на обед все равно надо нам что-то готовить. Я обычно, я вам говорила, что никогда впрок готовую еду не ставлю. Если осталось, да. А так, чтобы специально на 2-3 дня готовить, нет. Я всю жизнь готовила примерно на раз. И всегда каждый раз, 3 раза в день, я 3 раза в день готовлю. Кому-то, кто работает, это, конечно, не выгодно, но я делаю так. А сегодня решила, все-таки, раз сегодня у меня заказ, сегодня все равно нужно сделать обед. Завтра у меня не будет времени. Поэтому на сегодня и на завтра приготовлю что-то. В обед придет сын мой, обычно он приезжает. Приготовлю компотик. Вот у меня домашние груши, домашние яблочки. Хочу компот приготовить, 1 кастрюля компота. Цветная капуста у меня стоит, друзья, купленная. Уже начинала немножко в черные точки появляться. То, что на которой появились черные точки, я убрала. Мне нужно ее пробланшировать и заморозить. Это для моего правильного питания. Курочка у меня стояла купленная в тот раз, когда ездила на рынок. Купила Мадине, 2 курочки занесла. И себе курочку купила, потому что по 300 рублей. Последние 3 у нее были, я их взяла. И тоже что-то она у меня в морозилку не положила я ее. И ничего не готовила. Сегодня думаю, давай-ка и ее пожарю, и супчик сварю, и мясо с баклажанами приготовлю. И все это у меня будет в процессе. Если будет получаться ролик длинный, сделаем из него 2 ролика. Или может быть так, я не знаю, как это все произойдет, как это все будет, вы увидите. Для себя я отдельно буду готовить. Поставила свеклу варить для салатика. Короче, у нас будет полное меню, можно сказать, сегодня. Не запланировано, но так решила. Раз уж так, жестикулирую, конечно, как Лебрашка говорит, мама, ты всегда жестикулируешь. Вот видите, это пока просто водичка, это для компота. Сейчас просто это свекла. Без очков, представляете, ничего не вижу. Сейчас посмотрю, нет, не видно. Вот поставила, помыла свеклу. Как видите, сейчас потихонечку начнем делать наши блюда. И возьму вас с собой. Вернее, я же никуда не иду, не возьму вас с собой, а будем делать вместе. Так, для первого я быстро в первую очередь, кое-что я, конечно, уже подготовила, но решила подключиться. В первую очередь я поставлю варить компотик, потому что, чтобы он успел остыть, пока придет мой сын домой. Так, это, видите, груша падаль, которая у меня падала. Сегодня Ибрагим мне почистил ведро груш. Буду делать к вечеру, наверное, джем. Повидло, джем. В тот раз делала, очень нам понравилось. Вот сделаю. Так, все, шкурку снимать не буду. Произвольно нарежу и буду кидать сразу туда же водичку.
Каспер, что ты хочешь? Так, ну это, наверное, вам не очень будет интересно. Вот так вот сейчас я покажу просто, что какой у меня будет компотик. Да, у меня стояла слива купленная. Наверное, я отсюда выну косточки. Тоже закину. Так, теперь яблочко тоже закину. Груши, яблоки у меня свои. А сливу я купила, она уже, мы потихонечку ее едим. Для аромата закинула. Мне стоят еще, надо еще косточки сварить. Мясо купила на косточки, а косточки стоят. Надо борщ сварить, наверное. Борщ сварю. Короче, планов много. Ну, часа первое я, конечно, на обед все закончу. Так, ну все, не буду ваше время пока отнимать. Сейчас быстро компотик сделаю. Так, а теперь будем готовить чечевичный суп. Чечевицу я помыла. У нас зеленая чечевица. Вот такая вот она помыта, чистая. Переложим в кастрюльку. Значит, нальем сюда 2 литра воды и поставим варить. Ну вот, компот закипел. Я засыпала сахар, переставила сюда, а туда поставлю свою чечевицу. Сегодня будет суп из зеленой чечевицы. Чечевица полезная, вы сами знаете прекрасно. Так, сразу же будем готовить зажарку для супчика. Стекло поставила уже на улице. Так, все сейчас. Это у меня для своего борща варится. Хотя я могла бы и чечевицу поесть, но без картошки. Но я вам говорила, что я участвую в марафоне, взяла марафон. Ну, на правильном питании, поэтому готовить нужно по меню. Потому что нужно отдавать отчеты. Так, я сейчас просто немножечко... Пить мне нельзя сладкое. Пробую и выплюну. Нормально. Все нормально, ароматно. Ну, буквально минут, может быть, 5-10 пусть поварится. И потом я ее вынесу на улицу. Так, что теперь? Теперь будем готовить зажарку. Так, ну, сливочное масло 50 грамм и 50 грамм где-то, наверное, растительного масла для зажарки. Так будет вкуснее. На одном постном масле не буду варить. Суп, он у нас без мяса, но в этой чечевице мяса и не нужно. Мясное я сделаю, как второго блюда я сделаю, скорее всего, баклажаны с мясом. Так что теперь такой вот до золотистого цвета обжарим лук, чтобы он был вкусный, чтобы он отдал свой вкус. Тогда суп тоже будет вкусный. Так, лук обжарился до золотистого цвета. Видите, какой вкусненький. Теперь морковочку обжарим. Завтра, наверное, куплю уже наушники. Просто сегодня... Ой, наушники, микрофон. Сегодня Ибрагим тоже хотел купить, но нужно, чтобы телефон он забрал. Поэтому решила, что завтра сегодня сниму. Может быть, сегодня сниму вечером тоже что-то, что можно было бы закинуть завтра. И он заберет его уже. Посмотрим. Чтобы каждый день был ролик. Все, пусть теперь обжаривается наша морковь. Чечевица еще не закипела. Тем временем приготовлю картошку для супчика. Так, зажарка почти готова. И я сначала вынесу
наш компотик. Ой, аромат, конечно, идет прям и яблоком, и грушей, и сливой. Все пахнет. Сейчас вынесу, чтобы остыло. У нас сегодня солнечно, так хорошо, друзья. Сейчас нужно немножечко. Хочу в суп томатную пасту немного положить. Так, иногда я делаю без томатной пасты, иногда с томатной пастой. Сегодня будет с томатной. Ну вот так вот, ложечку буквально. Чечевица уже варится. Вот минут через 5, после того, как началась вариться, я закину картошку, и это все вместе сварится. Чечевица, в принципе, недолго варится. Зеленая еще подольше, красная так вообще быстро варится. Нам нравится суп и из красной чечевицы, и из зеленой чечевицы, в принципе. Не очень часто, но мы едим и готовим. Я уже говорила, что не очень-то приветствуется у меня в семье первые блюда. Это даже идет вот с давних времен. Моя свекровь, Галгештолцнах, она тоже не любила первые блюда. Ей нравилось плов, ей нравились гуляш там с подливой, с картошкой, с этой, с подливой говорю, ну да, гуляш с гарниром, рыба под белым соусом, под бешамелью ей нравилось, все такое. Супы она не очень уважала. Ну, у нас вместо супов, друзья, просто очень часто мы же готовим мясо с галушками. Я имею в виду не лично моя семья, а вообще. Ингуши, чеченцы. Постоянно же у нас в неделю 1-2 раза однозначно бывает мясо с галушками. Или мясо с галушками, или курица с галушками. А с ним идет и подлива, и картофельная подлива у нас обычно, и бульон. Поэтому как-то вот необходимости прямо в таких вот первых блюдах у нас нет. Так, сейчас немножко поперчим нашу зажарку, и она уже готова. Я обычно зажарку, приправы зажарку кидаю, чтобы немножко, наверное, аромат раскрыться. Так, базилик вот такой вот сочетается с этим супчиком немножко. Ну, а потом уже зеленую, зелень. Все, я выключаю. Зажарка наша готова. Даже очень подрумянилась, пока я искала свой базилик. Я его редко куда кидаю, поэтому что-то в своих специях не могла найти. Все. Зажарка готова. Сейчас картошечку закину. Так, ну вот. Мелко нарезала картошечку. Тут 2 картошки всего. Аромат у супа, знаете, как-то каким-то остреньким отдает именно вот зеленая чечевица. Вот мне так кажется, остринку какую-то. Все, это теперь вместе все сварится. Ну, минут 15-20. Чечевица у нас уже почти, до полуготовности сварена. Потом я уже закидываю картошку. Пускай теперь варится, потом потихонечку и зажарку сюда отправим. Все. Про супчик пока забываем. Сейчас я буду себе варить борщ. И потом уже с баклажанами нужно будет разобраться. Представляете, у нас с утра нет электричества. А сейчас я вижу, у нас и газ почти не горит. Сейчас быстрее нужно сделать хотя бы что-то. Так, это у меня для своего борща. Все вместе. Морковка, капуста, болгарский перчик. Борщ у меня на 2 дня. Тут сейчас я вам покажу кусочек мяса, который у меня варится. Мне буквально можно 70 грамм мяса на одну порцию. Сейчас. В сыром виде 70 грамм было. Вот оно. 2 куска у меня тут. Чтобы не готовить на завтра,
У нас так дают рецепты, короче говоря, в этом марафоне. И получается не каждый день новый рецепт, а вот на 2 дня один рецепт. Сегодня вот по рецепту у меня на обед вот такой вот борщ. Ну, это, скорее всего, не борщ, а суп даже, наверное. Ну, вот так вот. Все. Надеюсь, он у меня сварится. Сейчас еще помидоры сниму, шкурки с помидор и несколько помидор сюда еще. Таких маленьких. У меня сливки маленькие. Если большой, то один, конечно. Ну, вряд ли кто сейчас будет готовить такой борщ. Это... Так. Сюда я еще добавила чайную ложку паприки, друзья. Газ немножко увеличили. Я быстро побежала, пожарила котлеты, пока, думаю, на улице газ немножко лучше горел. Видимо, на какой-то момент просто убавили газ. Так. За это время я успела пожарить котлеты. Представляете? Я боялась, что просто от супа, конечно, молодца не будет. С этой моей работы. Ой, мамочки. Вот, видите? Вот так вот быстро пожарила котлеты. У меня, благо дело, был не замороженный фарш. Ну, котлеты тоже мне пригодятся. Моментально пожарились. Так, супчик я только что посолила. Сейчас отправлю в зажарочку. Так, если нужно пожиже, ну, скорее всего, я долью кипяток. Мы любим, не очень любим густые супы. Так, это черненькие точки, это базилик, друзья, это ничего не сгорело, не подумайте. Так, и у меня есть немножко сушеный укроп, который я сама высушила. Тоже для аромата добавим. Вот так вот. И вы знаете, действительно вкусы меняются. Я раньше терпеть не могла запах сухих трав, любых приправ сухих, вот этих вот трав, и петрушки, и укропа никогда вот не любила добавлять. А вот сейчас почему-то мне это дело нравится. Вот так вот. Пусть теперь немножечко подружится наша зажарка с супчиком. Сейчас посмотрим картошку. Я проверяла, она уже сварилась. Сейчас мне нужно помидорки в свой борщ закинуть. Ну вот, да, она готова. Он готов, картофель. Вот, все мягкий. Также готова и чечевица, видите, разваривается. Ну все. Пускай немножко еще потомится. Первое наше готово. Ну, можно сказать, уже и второе готово. Ну, пока время есть, сейчас быстренько сделаю и второе. Хочу такое, знаете, ну, типа рагу, я даже не знаю, как это назвать. Мясо с баклажанами приготовить. А то баклажаны тоже стоят у меня давно купленные для себя, но я столько их не ем. И пропадут. Надо быстро сделать. Так, куда я крышку? А, вот крышечка. Пусть на медленном огне томится. Так, а сюда отправим мы с вами помидорки в мой борщ. Вчера, когда у меня был суп, зажарка разрешалась. Сегодня что-то без зажарки. Будем следовать тому, что нам говорят. Он получился, конечно, не очень красный. И свеклы у меня тут мало. Ну ничего, пусть будет суп такой. Сейчас проверю, просто сварилось или нет. Нет, еще сыроват, пусть варится. Так, все. Теперь дальше сейчас подготовлю свои ингредиенты для рагу и потом подключусь к вам. Так, в борщ я свой еще закинула свеклу. Теперь чесночок немножечко. Все-таки чуть-чуть хотя бы на борщ должен быть похож борщ, да, чтобы он был красный. Томатов здесь нет. Ну, вот немножко свеклы еще, отварной свеклы добавила.
на салат, который у меня варится. Вот ее. Все, теперь буквально минуты 3 потомлю. Выключу и пускай стоит, ждет своего череда. Так, немножко зелени. Так, чечевичный тоже у нас готов. Тоже закину пока немножко зелени, но чечевичный я хочу еще немножко водички подлить, потому что густой суп. Хотя фасолевый, чечевичный, лучше его есть и густым. Я фасолевый обожаю суп, вот именно чтобы он был густой. Но сюда я все-таки немножко подолью водички. Сейчас закипит чайник. Все было у меня заставлено, поэтому нет. А вкус я попробовала, хоть мне и нельзя, да, картошка тут варилась. Я немножко попробовала, друзья, очень вкусный. Вот я вот просто вам советую, приготовьте, если не готовили, ничего сложного, конечно, но попробуйте. Так, теперь немножко разбавлю свой супчик кипяточком, потому что он слишком густой все. Ну, а кто любит густые супы, как я сказала, можете оставить густым. Все, больше жижи тоже не буду делать. Очень вкусный суп, друзья, получился. Готовьте. Так, борщ мой, я тоже, как сказала, получился красненький, хорошенький. Теперь немножечко буду дальше готовить. Второе. Так, чайник закипел, выключаем. Ну вот, как-то так. Ну вот, мои дорогие, пока не стала готовить уже рагу, потому что пришел сын. И, во-первых, чуть-чуть пораньше сегодня приехал. Во-вторых, у меня небольшой заказ появился. Так что пока отправлю, ну, в смысле, этот ролик оставлю так. Значит, вот такой вот чечевичный суп. Еще раз повторюсь, если вдруг кто не готовил, кто его знает, да, попробуйте, очень вкусный, очень вкусный. Я просто вам рекомендую. Иногда я готовлю, как сказала, я без томата. Сегодня добавила томатную пасту, буквально столовую ложечку. Мне понравилось даже очень. Так что очень ароматно, очень сытно, если даже нет второго, потому что чечевица, вы знаете, хоть и другой белок, но все-таки это белок. Вот. Ну, это котлетки будут им. А у меня вот только вот такой вот борщ, вот с таким вот кусочком мяса. Мне можно 50 грамм хлеба черного, который, во-первых, можно, который я сама пекла. Вот я вам сейчас покажу, сколько мне нужно хлеба. Я его купила, у меня ржаной сегодня, а так я и покажу, какой я пеку сама. Вот 50 грамм хлеба мне сегодня можно. И 20 грамм любых орехов. Это мой обед. Вот этот борщ, 20 грамм орехов и 2 кусочка хлеба. Это обед. Вот так вот, друзья. Борщ без картошки, как вы поняли. Очень вкусно получается. Не даже вот я несколько ложек попробовала перед тем, как включить камеру. Совершенно этой картошки как будто бы ей не нужно. Вот. Буду и маме давать такой борщ. Она же тем более картошку у нас и не ест. Ну все, друзья, вот так вот готовьте. Если что-то новое вы узнали от меня, я вам благодарна. Я рада. Огромное вам спасибо. Чечевичный суп действительно рекомендую. Ну, борщ, конечно, варили все. Да и этот, наверное, варили все. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. А дальше что у меня будет происходить, я тоже буду снимать. Так что как-то так.